Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Музыкальные инструменты – это тот индикатор, по которому можно определить, насколько развито то или иное национальное общество, тот или иной народ. Если у народа есть развитые традиции, тем более они еще сохранились, то, конечно, такой народ вызывает уважение. Сегодня мы собрались вот по поводу презентации книги «Татарские этнические музыкальные инструменты». И надо сказать, что за историю развития татарской культуры хотя бы последних 100 лет, уже в советское время, постсоветское время, такой монографии не было. Это первая монография, которая полностью посвящена традиционным музыкальным инструментам. Были статьи отдельные, очерки, но специальной такой вот работы не было. Наверное, этому есть причины. Дело в том, что в советское время у нас национальными инструментами считались только инструменты рабоче-крестьянские. Мы знаем, что татары – это один из таких народов России, который в прошлом имел свою государственность, имел свои традиции в литературе, в других областях культуры и искусства. Мы знаем, что это все было, но оно ждало своего часа, свое время, так как в советское время невозможно, наверное, было только книгу выпустить про курай, кубыс и гармошку. А вот когда появилась возможность уже более глубже изучить и раскрыть ранее малоизвестные страницы культуры, то оказалось, что, конечно, мы имеем огромное богатство, и это богатство, наверное, я совершенно в этом уверен, что это сокровища, эти ценности являются и принадлежат не только татарскому обществу, а всему нашему отечественному обществу, всей, собственно, нашей стране. И, наверное, не зря сегодня мы слышим часто очень такие приятные слова в адрес нашей республики Татарстана. И, конечно, вот такая республика с такой историей должна и имеет большие вот такие, скажем, возможности реализовать, изучить и довести до сегодняшнего, скажем, молодого поколения наши традиционные музыкальные инструменты. И я сказал ведь уже, что раньше были статьи, очерки, но без них этой книги тоже бы не было. Потому что предшественники тоже очень много сделали для того, чтобы этнические музыкальные инструменты татар стали достоянием науки и практики. Наверное, начну с того, что первые бытописатели, наши российские исследователи, этнографы, очень много тоже внесли вклад в изучение традиционных ценностей вот музыкальных. А уже даже, наверное, нужно сказать, что особенно в начале XX века развернулась, так скажем, большая этнографическая работа и, собственно, татарских исследователей современных. А если чуть раньше взять, вот, наверное, что мне вот помогло, то, что я начал раскапывать источники, которые написаны были еще арабской графикой на татарском языке. Эти источники, например, одну из них скажу, что это Тажиддин Ялчыгул, известный исследователь, богослов, автор богословских сочинений, и он в свое время написал трактат о музыке, но сохранилось лишь только несколько листочков, и там были схемы музыкальных инструментов, и к ним были написаны комментарии. И у нас в нашем университете, который в нашем университете пользуется
ск ну, большим почетом и уважением, и память о нем до сих пор сохраняется. Это Альберт Фатхи. Он был руководителем отдела рукописей и редких книг Казанского университета. И он в Сармановском районе нашел среди рукописей вот часть этого трактата. И там, а, рисунки, тамбур, там, думбра, и такие инструменты, как, например, канун. Правда, он написал там «гусля бит турки» или там «думбра бит турки» и другие инструменты многострунные. То есть вот, это вот говорит о том, что в позднее Средневековье это уже, это конец XVIII, начало XIX века. И, э, дальше была возможность уже, опираясь на это, и глубже дальше изучать. Как-то я поехал в Ташкент, и меня в Национальной библиотеке Ташкента, видимо, определил меня каким-то чутьем. "Вы, говорит, не из Казани?" Я говорю: "Да, из Казани". Вот, говорит, у меня есть такая книга, где описывается Казанское ханство, и что в Казанском ханстве у Мухаммеда, хана Мухаммеда Имина были вот такие, скажем, ну, эпизоды, связанные с музыкой. Например, то, что в Казанском ханстве э, были традиции не только поэтические, но и музыкально-поэтические. И такой был известный музыкант в Средней Азии Дервиш Шади. Дервиш Шади Хабаши. Почему Хабаши? Потому что он был, эфиопского происхождения. Хабаш, на востоке — это Эфиоп. И, о том, что он играл и пел, и, жанры такие, там нахш, сард, так назывались эти жанры, и он играл на танбуре. Вот я тоже с собой принес этот инструмент. Я сейчас вам покажу, как он звучит, но прежде всего все-таки поясню чуть-чуть. Все-таки музыка в ханском дворе это была элитарная музыка. Кто ходил за сахой, не играл на таких инструментах. Это совершенно так же, как и, например, в русской музыке была элитарная, всё-таки музыка — это симфоническая музыка, это западноевропейские, музыканты приезжали в Россию, и наоборот, наши российские музыканты могли выступать там, скажем, в, Германии, Франции, в Италии. Ну, то есть были такие культурные связи. А в татарской культуре Средневековья, были традиции, тоже общевосточные. И, их, конечно, нельзя сказать, что они такие чисто этнические. Это уже, э, традиции которые, распространились, были на территории, которые мы можем назвать культурно-информационным пространством, куда входило и, собственно, Казанское ханство. И, э, тем более мы ведь знаем, что, казанские ханы были в родстве с крымскими ханами. Это ведь не только политика, но еще и культура и искусство. Были в родстве, с астраханскими, скажем, ханами, биями. Та же Сюембика была, ногайской княжной. Вот. И, сейчас я попробую вам чуть-чуть поиграть тогда на танбуре. Танбур — это иногда четырехструнный инструмент. Этот инструмент, до сих пор сохраняется в культуре, а, у узбеков, таджиков и уйгуров. Уйгуры — это, тоже очень близко родственный народ. По языку, ну, прям почти по-татарски говорят. Мне так хочется много всяких баек вам рассказать, но одну все-таки расскажу, может быть, и не одну. Однажды в Китае снимали фильм, может быть, про Чингисхана, но, во всяком случае, на историческую тему из России. И, в съемочной группе оператор, татарин был. И вот, снимают фильм, и там, конечно же, местные, э, любители, зеваки обязательно собираются и смотрят, как это все происходит. Их и отогнать невозможно, они всегда присутствуют. И, э, этот, оператор говорит: "Они разговаривают, но почему-то я их понимаю". И потом, раз понимаю, ведь начал я с ними тоже беседовать.
говорит о том, о сём. И тогда, главный режиссер подошел и говорит: "Чего ж ты раньше не сказала, что знаешь по-китайски?" Он говорит: "Это я говорю на своем, на татарском, а это уйгуры". То есть насколько это близко было, и что там, совершенно спокойно можно было, общаться. Вот, а сейчас всё-таки обещанный тамбур. То есть этот тамбур, он по-другому еще называется хорасанский тамбур. А почему Хорасан? Область Хорасана — это все-таки та область, где контактируют персоязычные и тюркоязычные народы. И иногда его такой вот тип танбура, и он называют еще тюркским танбуром. И на таком танбуре играли суфии, входили ну, во время своих зикров и при пении духовных своих стихов. Вот такая музыка так медиативная, и, естественно, она вот при игре и при слушании, входишь в особое такое состояние. И, вот эта традиция, я вам говорил о том, что, о том, что, это инструмент был в середине XVI века. То есть в эпоху хана Мухаммеда Эмина. А Мухаммед Эмин, он сам был очень такой, э, с любящий искусство, поэзию. Из истории известно, что он и сам писал стихи. Они сохранились, опубликованы. Вот. И далее, после взятия Казани, конечно, эти традиции, были, ну, на грани исчезновения. Почему? Потому что элитарная культура, она ушла, а народная культура как была, она так и осталась, никуда не делась. Потому что народ, в тех же условиях продолжал жить, платить, те же налоги. Конечно, там сложности были, но в основном, сложности вполне, их можно было вынести. А вот элитарная часть культуры, там получилось так, что, казанские феодалы, они присягнули Ивану IV и дальше продолжали служить, тоже сохраняя свои привилегии. Как были князьями, так и остались князьями. Просто, вектор культуры изменился. Вот, но, собственно говоря, вот та элитарная культура, она полностью не исчезла. Как татары ездили в Бухару учиться, так и продолжали туда ездить, получать образование, приезжали. И
конечно, в то время было очень развито суфийское движение, и суфии, дервиши в Казани и вокруг было достаточно много. Даже вот пример. У нас есть Дербышки. Почему там Дербышки? Да потому что там обитель суфиев была. Дервиши там жили. Вот отсюда пошло понятие Дербышки. Один из известных шейхов, ишанов, был Джафар Ишан. Джафар Ишан ас-Сафари. Он прославился тем, что он очень хорошо играл на танбуре. И его мюриды, его последователи, ученики тоже играли на этих старинных инструментах, и о них тоже остались хорошие воспоминания. Например, даже о них пишет Шахабуддин Марджани. Если вы посмотрите его книгу, почитайте «Мустафа дель Ахбар фи ахвали Казан ва Булгар». Это известная работа, опубликованная, доступная. И вот он как раз пишет о Джафаре Ишане, который умер в 1831 году. Получается, он в XVIII веке, где-то в середине, наверное, родился, и умер в 1831 году. О нем же пишет и Реза-ад-Дин Фахриддин, тоже пишет о нем. И там о нем тоже там есть интересная байка. Однажды Джафар Ишан со своими мюридами собрался в хадж. Они вот доехали до Черного моря, купили билеты, погрузились, и через Турцию уже нужно было дальше идти, ехать до хаджа. И в Черном море поднялся такой сильнейший шторм, и этот корабль начал раскачиваться, и уже вот-вот утонет, и все начали молиться, просить Господа Бога простить все грехи. Джафар Ишан сказал своим мюридам: расчехлите свои инструменты, давайте будем играть. И вот на таких инструментах они начали играть. Те, кто были на корабле, подходили и спрашивали: вы же мусульмане, как же вы так можете? Нужно молиться и просить прощения у Господа, просить, чтобы Он спас нас. Тогда Джафар Ишан им ответил: молиться надо было раньше. А что вы вспомнили? А сейчас, в последние минуты, мы хотим с настроением таким играть на инструментах. Что мы смогли сделать, уже сделали. И хорошо, что ветер спал, в общем-то, все живы остались. Но вот этот случай стал вот действительно таким, что о нем его потомки и дальше рассказывали. Конечно, о нем очень много всего рассказано. В народе до сих пор его знают. И он, Джафар Ишан ас-Сафари, вот последний известный исполнитель на танбуре, он похоронен в Аургазинском районе Башкирии, в селе Старое Тимошкино. Вот, и кроме этого, конечно, вот я начал уже рассказывать про средневековую культуру, собственно говоря. Вот эта средневековая культура, она продолжалась в татарской культуре, в культуре, которую мы называем кадимизм. Кадим – это старые, сторонники старых традиций, а джадид – это как бы сторонники обновления, и там еще ислах, то есть это реформисты, которые были за то, что реформировать татарскую культуру. Их тоже можно понять. Как же без реформ? Потому что жизнь сама этого, как говорится, требует. И реформы проходили, когда отменили крепостное право, появились заводы, фабрики, и европейские ценности хлынули, как говорится, и появилась уже новая культура, новотатарская культура. Это и гармошки, скрипки, мандолины. В общем, вот такая была, скажем, деление. Конечно, оно несколько условно, оно не проходило прям так сразу резко, но тем не менее вот была старотрадиционная культура и появилась новотатарская культура. И кроме инструмента танбур,
Там еще были другие же классические, восточные инструменты. Среди таких инструментов, конечно, наверно, такую очень важную роль играет бубен. Бубен — это односторонний барабан, который у многих восточных народов под разными названиями сохранился. В татарской культуре, в татарской литературе он больше известен как инструмент, который называется даф. Даф, у многих, персидских, арабских народов, он до сих пор имеется. И этот инструмент, вот я привез его тоже с собой. Этот инструмент вот такой вот. Инструмент называется даф. Обычно с обратной стороны еще такие кольца металлические, когда потряхиваешь, они так звучат. И могут быть и без колец. Вот такой вот интересный инструмент. И как на нем играть? Конечно же, обычные татарские мелодии современные на нем не поиграешь. Они под гармошку лучше идут. А здесь вот баиты, мунаджаты, духовные песнопения, они прекрасно звучат. Вот хотя бы чуть-чуть вам наиграю, покажу. Matbulat yüzde zikretti kuregizde İman nuru yüzügizde nur baltasın herdem sizde Dindi telek telik sizge sen sağlık telik sizge Dilek hıdal bereketim hayırdır atalık sizde Salavatullah aleyhim ve aleyhim ecmaîn. Cümle bizge rahmet eyle, la ilahu alemin. Cümle bizge rahmet eyle, la ilahu alemin. Amin. Ну, наверно, про средневековую культуру тоже можно бесконечно говорить, потому что сохранились материалы. Это не исчезло бесследно. Я уже много лет, 50 лет уже я езжу по разным селениям. Как только магнитофон появился, вначале была, магнитофонная приставка, но он всего-то 8 килограммов был, но с рюкзаком, и поездил я по многим селениям, начиная от Костромы и кончая, конечно, Сибирью. Потому что в Костроме еще с эпохи Ивана Грозного романовские татары живут, которые служили русскому государству. Эти татары, нагайцы, они сохранили самосознание, свою культуру. В общем, поездить пришлось достаточно много, не одну сотню деревень, и за это время очень много фотографий, очень много и фонографических записей сделано, несколько тысяч таких вот фонографических записей. Конечно, это все является, замечательным, скажем, музыкальным генофондом татар, и не только казанских, но и других этнических, этнографических групп. Вот. И, я с собой принес тоже некоторые фотографии, некоторые из них покажу. Вот, это 77-й год, Лениногорский район. Это я слушаю, как, играет, дед, который в то время был моложе меня еще. Вот. И видите, курай какой интересный, длинный. Таких кураев сейчас не увидишь. А тогда это было в порядке вещей. Вот тоже есть магнитофонные записи, или, например, гусляры. Гусли пентатонные, очень своеобразные, по звучанию очень похожи
И когда даешь слушать, говорят: "Это, китайцы или японцы?" Да нет, это бабушки из Балтасинского района Республики Татарстан. Потому что это многострунный инструмент, очень похож на, инструменты за счет пентатонности и за счет такого звучания. Вот это Кукмурский район. То же самое, такие же интересные гусли. Вот. А это исполнитель играет на скрипке. Вы видите, как он держит скрипку? По-восточному. То есть традиции сохраняются. И сегодня, вместо скрипки взять этот восточный инструмент, гиджак, кеманчу, пожалуйста, то же самое, что и отсюда хочется сказать, повторить эту поговорку, что то, что было, бесследно не исчезает. Оно обязательно сохраняется. Вот. Вот группа бабушек играет вот на таких же длинных кураях. На сегодняшний день еще проблема их возродить. Это вот древнейшие инструменты. И если говорить, что они не сохранились, было бы сказать неправду. Это вот конец 990-х годов еще, можно сказать, отсюда почти лет 30, Разиль Валеев, мой хороший, скажем, приятный собеседник, мой, мы часто общались. Вот. Это во время передачи на телевидении, когда шла кампания по возвращению наших духовных, скажем, ценностей и музыкальных, инструментальных. Вот. А это студенты консерватории на сегодняшний день на кафедре этномузыкологии мы изучаем старинные инструменты всех народов Поволжья. Иногда, когда мы говорим инструменты, вернее, культура народов Поволжья, мы включаем обязательно и русский народный инструментарий. Потому что вот я сколько ездил, и в музее нашего университета есть прекрасные материалы до балалаечных традиций. То есть балалайка – это новорусский инструмент. Автор его Василий Андреев. А как было до Василия Андреева? Это были инструменты с жильными струнами, с двумя струнами. Это вот тут те традиции, которые нас объединяют. А трехструнные, железные струны – это уже, как бы, как я говорил, есть новотатарская культура, есть старотатарская культура, есть новорусская культура, но и старорусская этническая культура. Вот. Так что, в общем, эти, слава богу, фотопленки сохранились. Их на сегодняшний день можно вот так вот прекрасно распечатать, смотреть и, собственно говоря, делать все возможное, чтобы наши отечественные ценности сохранялись. Одним из таких старинных инструментов, о которых мне хочется тоже вам показать, вот мы видели на фотографии длинные такие кураи. Вовремя записали, они уже в нашем кармане. Их можно восстановить. А если бы вовремя не записать и вовремя не издать книгу, то, конечно, наше новое поколение и наши, собственно говоря, современники и не знали бы о существовании таких инструментов. И вот такой инструмент длинный я тоже принес. В народе его называют нугай-курай. Я спрашиваю, а при чем тут нагайцы? Не могут ответить. Ну вот, говорит, так вот говорили наши родители, бабушки, дедушки, и мы тоже так называем, нугай-курай. В общем, вот такие интересные пока что загадки есть. Теперь хочу показать, как он звучит.
В общем-то, сегодня мы с вами такое короткое путешествие по нашим, скажем, музыкальным тропам прошлого проходим, но это, конечно, очень увлекательно. И на сегодняшний день, слава богу, по республике у нас начинает появляться очень много таких вот ансамблей, особенно детских, где эти инструменты начинают звучать в музыкальных школах и просто в школах, в фольклорных ансамблях. И вот одним из самых, скажем, популярных инструментов становится двухструнная думбра. Думбра – этот инструмент очень, конечно, такой глубоко местный инструмент. Думбра – этот инструмент имеется практически у всех народов нашего края. Если вы скажете, как это у всех? Я говорю, да, у всех. Удмурты называют это домбро. Марийцы называют томра. Чуваши называют тамра. Русские называют домра. Мы сейчас привыкли говорить по-русски домра, а в прошлом по-русски она называлась домра. Об этом написано, я это говорю уже по имеющимся исследованиям. И именно старинные русские домры тоже были такие же двухструнные, могли иметь круглый корпус, как трапеция или треугольная, или же как скворечник. Пожалуйста, как бы по-всякому, на разный вкус. Но суть оставалась одна, она имела две струны. И иногда говорят: отложи, пожалуйста, свою думбру, пусть на нем играют киргизы, поиграй нам на гармошке. Но люди привыкли к гармошке. Они уже, как говорится, это исторический инструмент. Его заново нужно уже возрождать. И самое главное, что он востребован. Как только люди слушают инструмент и сразу говорят, а где купить? А где можно научиться играть? То есть все равно в какой-то глубине там потаенных уголках сохраняется какая-то вот генная память об этом инструменте. Сейчас поиграем, наверное.
основном я сегодня вам рассказывал о тех инструментах, которые ушли из быта. Это средневековое, древнее время. Но у нас ведь на сегодняшний день мы носители новой культуры. Иногда говорят, Гаплатукай, да, это такая старина. Да, конечно же, Гаплатукай – это наш современник. Это было время, когда вместо чикмини он одел костюм, галстук-бабочку, и чиги не носил, уже штиблеты носил. И ходил в театр. То есть это новое время. И именно в эту эпоху начали играть на мандолинах, на гитарах. Есть очень красивые фотографии, где татарские приказчики, работники торговли, играют на мандолинах, на скрипках, на гитарах и на балалайках. Почему на балалайках? Вроде в тюбетейке, еще эпоха Тукая. Да потому что тогда балалайка не считалась таким этническим инструментом. Это был популярный инструмент. На балалайке играли и в Америке, и во Франции. И неважно, что они по происхождению не были этническими русскими. Просто нравилось им. Это было популярно. И вот появилась гармошка. Кто среди татар самый известный мастер по изготовлению гармоник? Вараксин, мастер из Вятской губернии. Приехал в Казань, организовал производство, и теперь после него уже хороший гармонь называли бараксин. Вот, не гармошка, а просто бараксин. Там по фамилии этого мастера. И гармонь стала, ну, скажем, символом современной татарской народной культуры. А еще в начале 20 века все-таки, конечно, гармошки были не так неровно дышали. Те, о которых я говорил, это кадим, любители, сторонники старой культуры. Иногда мы ругаем кадимистов, что они тянули общество назад, что они были сторонниками старых устоев. Да они же были хранителями традиций. Они старались сохранить уходящее. За что их так уж клеймить-то? Благодаря им очень много чего сохранилось в культуре, преемственность была. Но, тем не менее, все равно новизна помогает. Вот в свое время был у нас известный такой гармонист, виртуоз Файзулла Туишев. Он организовал гармонную фабрику в Казани. Был до революции уже известным гармонистом. Он играл перед Николаем II, и Николай II ему подарил часы с дарственной надписью, что, ну, он был признанный такой виртуоз. И общество не приняло татарское. Когда были афиши, там написано было «Файзулла Туишев», и тут же татарское общество пошли к губернатору Казани и сказали: вы должны запретить это, потому что имя Файзулла, там есть слово «Аллах», это неприемлемо. И губернатор всегда считался с мнением татарского общества и говорил: дорогой Файзулла, мы не можем тебе разрешить. Вот такая претензия. И тогда антрепренеры быстренько поменяли афишу, и на следующее утро была афиша. Выступает виртуоз, гармонист Файзи Туишев. Проблема была снята, так как это была
так скажем, город шумел, и он хотел 2 дня концерты ставить, он 5 дней ставил, и полные залы были. Вот, то есть не все новое сразу приходит. На сегодняшний день уже гармонь сама требует, поддержки, потому что новые формы появились. И, общество дальше продолжает развиваться. А на сегодня мы, г в 2026 году смотрим на прошлые эпохи и, уже можем, с на это смотреть как наше культурное наследие, которое не должно, быть забытым и которое нужно, включать в оборот современной, нашей отечественной культуры. Э, я думаю, вот эта книга, она вовремя вышла, потому что на сегодняшний день уже, э, культура требует обновления, а самое хорошее обновление — это хорошо забытые старые. Мы это можем, прекрасно использовать, эти книги, и, интерпретировать по-новому, но, на наших отечественных материалах.